район, село Орловка. Мы очень рады участвовать в этом очень интересном конкурсе и надеемся на, конечно же, победу. Конкурсы болады дегенбіз біз көмеклеп, ауылыбыз мен біргелеп қатнашырға үйрететтік. Шул хәтлем ошы бәйгеге біз қатлашып, яшьтәребез, балаларыбыз ошы эскилекті үздеріне алмағандар. Эскилек булмаган дип уйдыбыз, ошондай матур һәр бер мероприятиегә ауылыбыз менен, районыбыз менен катнаштык. Мы очень волнительно готовились к этому, советовались с предшественниками. Ну и, конечно же, хотим мы сегодня победить. С села Зерган Милюрского района активист, волонтер. Мы уже целый год участвуем в конкурсе «Трезвое село», переживаем всем селом. У нас люди такие золотые, просто двигаются, мероприятия организовывают, сами идеи подкидывают. И мы очень надеемся, что мы займем призовое место, потому что люди ждут, люди переживали, люди за голосование, сами ходили по всем соседям. То есть они, все село у нас переживало, все село объединилось, и такого я никогда не видел. Доброе утро, дорогие друзья, уважаемые наши участники конкурса, уважаемый наш организационный комитет, наши эксперты, жюри. Сегодня финал большой работы. Мы говорим, что это наш ребенок, и действительно конкурс «Трезвое село» длится 9 месяцев, не случайно. И я почему еще аналогию привожу, мы сегодня с вами подводим итоги нашего конкурса «Международный день семьи». Поэтому позвольте начать с поздравлений. Это я переверяю на этот лайк. Мы 6-й раз подводим итоги, и каждый раз мы не устаем восхищаться таланту наших районов, вашему упорству, вашему трудолюбию, потому что каждое из слов, поверьте, каждое выкладывается на 100%. И поэтому, конечно, в финале, когда у нас жюри, экспертная группа определяет самых-самых-самых, которые войдут в 12, это всегда огромная радость для 12, и не скрою слезы для остальных участников, хотя, коллеги, вы все победители, вы все участники финального этапа, вы все у себя выиграли в муниципалитетах, вы все получите гарантированные 200 000 рублей. Вы знаете, это призовой фонд для всех мест, кроме призовых. И поэтому, конечно, вы все большие молодцы. И, конечно, мы как организаторы всегда говорим, что благоустройство, миллионы на детские площадки – это очень здорово. Но самое важное не это. Самое важное, что село ваше меняется ваше отношение. Мне кажется, самое важное, что вы начинаете понимать, что жизнь в селе зависит конкретно от вас. Не от Владимира Владимировича, не от Ради Фаритовича. Они свой вклад, как государственные деятели, делают для развития всей страны, всей республики. А вот какой комфорт будет в вашем селе, какие именно будут интересные практики, зависит конкретно от вас. Поэтому низкий поклон нашим всем участникам. Это огромный труд, но это видим, как вам есть. Главы Республики Башкортостан Хабирова Ради Фаритовича передать вам огромный пламенный привет, огромная поддержка сегодня большого вот этого вот конкурса, очень позитивного конкурса, очень доброго конкурса «Трезвое село» от имени именно правительства Республики Башкортостан, потому что на самом деле в оргкомитет входят у нас основные органы исполнительной власти, которые отвечают за детство, за демографию, за материнство, за создание условий для того, чтобы у нас в наших населенных пунктах жители занимались спортом, физической культурой. Мне хочется отметить на самом деле, что очень уникальный это конкурс, и даже не хочется сказать, что конкурс, да, а на самом деле вот такой вот очень большой семейный праздник. Вот то, что сегодня мы начинаем, это прекрасный день, да, день, Международный день семьи, вот такой большой командой тех, кто сегодня непосредственно на местах делает все для того, чтобы наши дети жили счастливо,
чтобы были положительные примеры, что очень важно, да, вот мы сегодня сейчас посмотрели прекрасную выставку. Я очень хочу вас всех поблагодарить, прежде всего, от имени правительства Республики Башкортостан. Вы такие молодцы, вы такие крутые, вы просто лучше всех. Эльвира Ринатовна и Руслана Юрьевича, я буду повторяться, но я хочу сказать, вот, понимаете, есть такая песня, да? Сам себя считаю городским, теперь я, здесь моя работа, здесь мои друзья, но многие здесь сидящие, которые работают здесь в городе, все выходцы из этих маленьких сел. Я сам выходец с маленьких деревень Нагачева, Балтачевского района. Знаете, когда я приезжаю к себе на родину, я приезжаю в деревни, села, и представляете, душа радуется. Душа радуется. Вот проезжаешь в маленькую деревню Иванаева, да, и рядом там с дорогой площадка, и там детская площадка. Когда мы росли, мы не знали, что такое детская площадка. Едешь, там маленькие скверы. Знаете, наши деревни сегодня становятся все краше и краше. И я хочу сказать, что это благодаря вам. Вот здесь, вот, которые здесь стоят, которые участвуют в конкурсе. Да, трезвое село. А это же трезвое село дает не только вот эти конкурсы, какие-то денежные средства для благоустройства. Это наше здоровье. Это здоровье нашего подрастающего поколения. Это вообще красота. Спасибо вам большое, низкий поклон за ту работу, которую вы выполняете. И еще раз повторюсь, все, что это делается, это только благодаря вам, которые здесь присутствуют. Спасибо. Мәшһүр талантлар иле, күлдәр һәм таулар иле, бөек ырулдар ере, асаба башкорт ере, айык авылдар иле, сәламәт тормыш иле, тарихлы туган илем, яраткан газиз ерем, huzurlu ormanlarım, indegine üttü minin bəxtli balasağım, doğup üsken avulumdu bidey matur kızları, danlıklı uldar birgen ul minin güzel yaktarım, danlıklı kızlar birgen ul minin güzel yaktarım. Уважаемые коллеги, конечно, считанные минуты остаются до подведения итогов конкурса текущего года. Вы знаете, что наш конкурс «Трезвое село» проходит в этом году 6-й год, в прошлом году был юбилейный, и мы вами восхищаемся вашей активностью, вашей предприимчивостью, вашими идеями, которые вы вкладываете практически не в сам конкурс, а в то, чтобы жизнь каждого и качество жизни на селе улучшилось. Хотел бы прежде всего, наверное, поздравить Эльвиру Ринатовну, которая стояла у истоков создания идеологии этого ведущего, наверное, социального проекта на сегодняшний день в нашей республике «Трезвое село». Указом президента страны Владимира Владимировича Путина она
за вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу награждена Орденом Дружбы. Давайте поздравим Эльвиру Игнатьевну. Если начать с истории, с древней истории данного конкурса, я сегодня вот обнаружил, что в 1984 году в Абзелиловском районе деревня Саидкулова объявила себя здоровым селом. И в 2007 году в данном районе, в Абзелиловском, был организован конкурс нескольких уже деревень, сельских советов, и они принимали участие вот в этом конкурсе. В 2011 году исполком Всемирного Курултая Башкир обратился к президенту республики о том, чтобы организовать на республиканском уровне данный конкурс. А уже с 2019 года конкурс обрел, благодаря поддержке главы республики Ради Фаритовича, обрел такой новый этап, новый виток развития. Почему? Потому что победителям конкурса начали предоставляться достаточно большие суммы, призовые суммы. 5 миллионов рублей – это достаточно огромная сумма для сельского поселения. И, конечно же, вот с этого момента началась, не побоюсь этого слова, битва за первые, вторые и третьи призовые места среди наших населенных пунктов, среди наших глав администрации. И, соответственно, подключалось все население. Все население, не только села, которые участвуют в конкурсе, но и все население района. И это здорово. И если вернуться к значению данного конкурса, это, конечно же, то, что вот в течение целого поколения, а исторически поколение это 30-40 лет, в течение целого поколения данный конкурс живет, а это значит, что самосознание нашего народа, оно меняется и меняется к лучшему. То есть меняется именно в целеустремленности, именно в развитии, и это главное. И вот этот конкурс «Трезвое село» является логическим продолжением вот этих наших мер и является пропагандой, по сути, особенно для молодежи. Мне кажется, у этого конкурса он внедряет в села не только элемент конкурса, но и традиции. И те села, которые в прошлые годы принимали участие, вот в эти дни, когда проходит республиканский конкурс, у них уже по традиции идет и отказ от потребления алкоголя, и те спортивные мероприятия, которые они закладывали в эти дни, они переходят в ежегодные мероприятия, в том числе культурные. Поэтому, на мой взгляд, для консолидации, для объединения наших жителей это очень и очень важный конкурс. Завершился у нас очередной уже конкурс «Трезвое село», и, как всегда, он получился яркий, содержательный, и мы не устаем удивляться, какие у нас замечательные районы, какие у нас села, какой у нас народ там живет, и как они хотят, чтобы жизнь в их селах менялась, потому что именно они сами являются творцами таких больших, красивых, позитивных изменений.